Все, друзья. Газель наша уже дома. Висхану купили газель. Вот. Теперь у нас Висхан занимается. Будет. Значит, он у нас с мебелью занимается. Грузоперевозки, если кому по Чечне нужны. Потом мебелью полностью. Кто покупает мебель, доставка по всей России. Мебель. Вот. Ссылку все я скину, просто нам пока что некогда. Ссылка, все, мебель, все, что есть, уже у нас есть своя страница. Мы с Висханом ее ведем вдвоем. Это просто парень пока начинает, пока тяжело. Значит, Телеграм, в Ютубе будет. Где Анжела на странице была, там будет. В общем, все увидите. Ну, все, машина уже у нас есть, купили машину на газу. В общем, обращайтесь, кому грузоперевозки, чем-нибудь мебель привезти, отвезти. Звоните на номер, пока что мне звоните на мой номер 8964-067-7305. Дальше сделаем рекламу, чтобы вы могли уже непременно Висхану звонить на его номер. Пока что так. Если кому-то привезти откуда-то мебель нужно, или кому-то куда-то переехать нужно, любые вопросы, звоните на Киса Чечня, и мы решим вот на весь вот этот... Ну, где тент, там будет реклама. Реклама и номер телефона мы закажем. Все будет. Пока что вот так. Пригнали домой. Купили мы ее у моей родной сестры, у Хадижи. Вот. Они продали, мы купили. Друзья, всем доброго времени суток. Мы приехали с посылками. Уже на своей газели, на своей машине. Но Висхан поехал в DPD на машине, а мы салон полный, и багажник, вот приехали в Энергию, транспортная компания, полный багажник, и там на багажнике тоже выгрузили наверху, мы ехали как вот небоскребы, знаете, высокие. Вот Энергия компания тоже очень хвалят, и у меня много заказчиц, именно посуда, стекло, которое, да, мы отправляем только через вот эту Энергию компанию. Вот. Холодновато, холодновато. На почте тоже заехали, отправили на почту посылки, те, что идут по почте. Остальные Висхан на Газели, на своей уже повез на Грозный, на DPD, а мы вот приехали еще сюда. Все, я пошла, меня уже зовут. Поэтому, кому надо, если переживаете, что посылка там не дойдет, разобьется, вот, пожалуйста, работает, все отлично. Друзья, отправили посылки. Едем, как всегда, по графику, чтобы не нарушать традиции. Едем поужинать. Нет, мы домой. Но у нас нет, но тут такой момент, у нас еще дела. Нам еще нужно ехать за посудой. Пришла посуда, идет посуда нам, чешская посуда. Вот, и мы должны ее получить, забрать. Но вы видите, мы все дела оставили, мы очень голодные, хотим кушать. Мама с Хадижей звали в гости. Мы просто с почты отправляли посылки, потом с разных транспортных компаний они звали на чай. Я говорю, мам, на обратном пути. Но мы очень сильно проголодались, поэтому мы сейчас поедем, как всегда, как я и сказала, не нарушая. Мы идем на одном пути. Сейчас заедем, хочется очень шашлычков, пистолетов, покушать очень сильно хочется. И дальше поедем за посудой. Посуда называется Охота, Чехия. Но человек вот получил замечание, почему съемка все время, почему грязные стекла. И вот из-за вас, ради вас мы заехали, вот моем машину, стекла, окна, чтобы было как можно лучше съемочка, чтобы вам было как можно приятно смотреть. А то я говорю, iPhone купили за энную сумму, а стекла грязные. Это как получается? Вот окно в будущее. Да. Так что вот такие вот дела. Софишка хотела приехать с нами, но места нету места. Нам сейчас нужно обязательно встретиться с Висханом. Вот, встретиться с Висханом, вместе покушать, дождаться его. Он еще там находится, на компании еще в деловых линиях отправляет. У него много посылок, он еще там.
мы закончили раньше. У нас через энергию было меньше, конечно, но не мало, но меньше. Вот, и поэтому мы сейчас... О, как на дела старается человек, видите? Вот так вот. Дождаться Висхана, вместе покушать, тогда уже занимаемся другими делами. Друзья, как я и сказала, мы купили машину у Хадижи, у моей родной сестры. Вот. Но чуть-чуть там нужно в салоне. Ну, Висхан молодой, там панели там поменять, там то-то, то-то. Хотя машина после капитального ремонта, Хадижин муж очень много вложил. Очень много. Ну, машина, знаете, как говорит наш зять, двоюродной сестры муж, не нуляча, но в хорошем состоянии. На наш век хватит. А там, гляди, заработает Висхан, продаст, купит что-то новое. Будет видно, как говорится, дальше, да? Я сколько прошу купить сюда телевизор. Но, говорит, будем машину продавать все равно. Ну, вот этот раз поедем, я просто попрошу. По-другому попрошу. Потому что, как мы наблюдаем, телевизора уже нет сколько. А хотелось бы. Бывает, едешь, дороги, дальняя дорога. Хочется что-нибудь, знаете, одеть наушники, посмотреть что-то. Вот. Потому что я телевизор не видела уже лет 100. Это реально, я говорю. Девочки, по поводу машины. Висхан будет работать на этой машине. Висхану купили машину. Висхан занимается уже мебелью. Вот, поэтому заказы по всей России принимаем. Доставка по всей России. Мебель разная, на разный карман. К разному бюджет подходит. И дорогая, и дешевая, подешевле, и средняя. Все будет. Шкафы купе, мягкие, как у меня. Кухонные гарнитуры, спальные гарнитуры. Кровати отдельно, диваны там отдельно. И даже будут вот эти вот качели. Мягкие, да, качели, которые можно во дворе поставить. Ой, уже вода на меня льется. Потише, товарищ водитель. Уже вода на меня. Вот разошелся этот зять. Мамин зять. Вот. Что я хотела сказать? Я, знаете, боюсь называть это имя. Как они называются, вот эти вот, ну, качели, которые в доме, да, ставить можно, это понятно. А вот как у Миланы в Хосиюрте, я каталась такой красной, я правда боюсь неправильно сделать замечание. Кокуны или какуны, как они? Поправьте, пожалуйста, я дико извиняюсь, я правда не знаю, этих слов не было раньше в русском языке, поэтому не знаю, как-то они называются, но они такие, знаете, можно во дворе и в доме ставить мягкое сиденье, они как бы подвесные, можно на них кататься, качаться, очень успокаивают хорошо. Вот. А вот как они точно называются, вот сейчас посмотрю. Сейчас посмотрю, как они называются точно. Секунда. Сейчас посмотрим. Как они называются? Ну, коконы, я это вижу. Коконы или коконы, как я дико-дико извиняюсь. Я правда не знаю. Правда. Девочки, решили попробовать сегодня другое заведение. Мы как-то здесь были еще когда несколько лет назад. Кстати, тогда последний раз я была на родине своей, в Ростовской области тогда. А сейчас мы едем
Сейчас ждем Висхана, да, Висхан должен приехать. А здесь мы кушали шашлык, когда ехали в Ростовскую область. Афишка еще была маленькая. Ой, я не знаю, сколько ей было. Где-то полгода ей было. Маленькая была, мы тогда намучились. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что здесь и как. И тогда мы всей семьей заходили и кушали здесь, да. Я вам сейчас покажу. О, тут еще снежок остался. У нас-то введено полно, а тут я не знала, что есть снег или нет. Хавьяни Висхан! Не слышит. А! Так, давайте выберем с вами салатики. Салат есть грибной. Здесь как красиво. Мы в следующий раз приедем с Анжелой и с Висханом. Я уже забыла, мы тут на заднем дворе не были. Софишке бы было здесь весело. Уточки. Так, сумку убираем. Пистолетики. Всем приятного аппетита. Хорошо поработали, можно и поужинать хорошо. То мы Висхана ждем. Сейчас Висхан должен еще подъехать. Уже, по-моему, подъехал даже. Девочки, ну, не буду томить. Это не пускай не будет интрига. Розы просто от папы дочки. Вот так будет. А все получилось как, что мы собирали посылки, и мы очень сильно устали. Я же говорю, мы с детьми на протяжении нескольких дней, вообще, я, честно сказать, не спали вообще, не спали. Ни днем, ни ночью работали. 5-6 ложились, утром вставали. И мы отправили посылки, и транспортная компания «Энергия», я так была недовольна. Так все получилось здорово, все. И мы едем по городу. А мы, когда уезжали из дома, у нас дома ужас дикий был. Вот просто, в прямом смысле, дикий ужас. Это нужно было Анжеле с Висханом все поубирать, расставить по местам и так далее, и так далее. Мы едем по городу, и такое облегчение, что наконец-то посылки отправлены. На душе уже легче, что наконец-то люди получат. Все, и мне на душе спокойно. Я говорю... Хочется чем-то порадовать детей, я говорю, таким чем-то каким-то, пусть небольшой, но какой-то сюрприз. А он говорит, ну а что они хотят? Я говорю, ну не знаю, чем их удивить. У них, тем более Анжела сейчас сама зарабатывает, она себе позволить все уже может, даже не знаю. Ну, Висхану купим наушники хорошие за компьютером, чтобы ему нужны хорошие наушники. Вот Анжела, говорю, стоп, говорю, ей нравятся живые цветы.
Она очень любит, она просто будет счастлива. Это будет самый счастливый человек, если мы ей подарим, ну, если ей подарит кто-то цветы. Но она любит очень-очень живые цветы. Он говорит, знаешь, купи цветы и скажи, что это от меня. Я вот хочу подарить. А он как раз с рейса забрал деньги. Скажи, что это от меня. Я вот как есть, вот Бог видит, свидетель, вот что я так и поступила. Купила вот такие белые розы. Анжела везде все поубирала, навела порядок и прилегла. И мы заходим, еще мы купили тортик, Наполеон. Тортик купили ей, чтоб. И я говорю, Висхану, где же? Он говорит, спит, устала, спит. Я ее разбудила, стою перед ней с букетом цветов и с тортиком. Она, о, мама, это мне такая, знаете, это мне. Ну, конечно, дочка, да тебе за то, что ты у нас есть, за то, что вы нам помогаете. Тебе розы, Висхану наушники, компьютер. Ну, а все остальное, это все нам. Ну, в общем, покажу, сделаю слегка небольшой обзор на то, что купили. И время уже у нас. Сколько времени, Анжела? Около 3. Нифига себе, около 3 ночи. Ну, мы, правда, мы пока там ездили к супругу на работу, забрали деньги за рейс. У него же, ну, в фуре, которую купили, работает водитель, он же не сам на ней ездит. Он-то на своей, как ездил, так и работает на своей. А на той, что купили, работает водитель. Водитель приехал с рейса и уже ж типа мы как работодатели. Нужно было взять эти деньги, что привез водитель, отдать водителю зарплату. Вот там на дорогу, что он там вычесть, посчитать, что там на солярку, что нужно и так далее, и так далее, и так далее. Это все, наверное, вам не интересно. Но взяли свои деньги и поехали в Ленту. Купили, скажи, он сказал, скажи Анжеле, пускай это будут цветочки от меня. Вот. Конечно, очень приятно. Это очень приятно, конечно же. А женщина, которую я сегодня отправляла, Ирина, большую огромную посылку, она у нас с севера, а откуда не вспомню, скажу кому-нибудь. Она отправила деньги за товар и сказала, киса, купи себе, пожалуйста, от меня. Отправила деньги в букет цветов, любых, каких хочешь. Но я еще куплю себе. Но это будет в другой раз. Да? Вот, себе тоже сделаю подарок. Женщина отправила деньги, говорит, хочу, чтобы от моего имени у тебя на столе были цветы. Но это мы тоже исполним, сделаем это обязательно. А сегодня вот такие розочки, да? Красиво. Ну и ладно. Перейдем к обзору. Так, быстро хочу показать, и чтобы холодильник все по местам разложить. Значит так, с чего начнем? Начнем отсюда, с молочки. Ну, здесь, в общем, здесь полный пакет мандарины, яблоки, бананы. Это типа, как будто голодный век наступает. Набрала полную сумку. Тут апельсины, яблоки и бананы. 3 этих бананов. 1, 2 и еще где-то должно быть. Вот, вот здесь еще. Вот. 3 бананчика, 3 такие кучки. Грибочки уже начали, как бы, да? Ну, так, чуть-чуть. Брала 2 баночки грибов. Одну уже открыли. Ладно. Потом сюрприз будет. Значит, купила 2 баночки грибочка вот такие. Ну, та была другая. Это ассорти. А та была как, Анжела? Куда-то крышечку уже дели. А это от Грузди. 2 баночки были. Ассорти и Грузди. Да, Анжелика? Вкусные же грибы? Да, очень. Угу. Яблоки я купила такие, как ты любишь, Анжела. Апельсины. Ты же хоть говорила, что будешь делать? Чай нам заварить. Кстати, завари нам чаек. Значит, софишки, молочко простоквашино. Одно топленое, другое обычное молочко. Софишка у нас любит молочко. Дальше это взрослым детям. Активия. Это маленькой Софишки. Ну и дети старше. У нас Анжелика больше Софишки любит такое. Вот. Это очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Заряд пробиотиков. Чернослив. Детям нужно. Биофорт. Йогурт номер 1. Йогурт России.
Да, чернослив он сам по себе полезный. Ну, это Софишка что покушала. Дальше президент шоколадный, такой плавленый сыр. Без растительных жиров тоже. Нам нравится. Дальше чудесница. Это маргарин. Анжела у нас часто печет разную выпечку. Ей нравится этим заниматься. Кстати, Анжела себе приобрела каталку для теста и коврик в фиолетовом цвете. Она нам что-нибудь продемонстрирует. Вот. Дальше у нас... Это что у нас? Салат из спаржи с морковью. Нам очень нравится. Мы всегда покупаем. Мы еще не кушали. Попробуем. Дальше сырки. Это вот для супа с лососем. Анжела, как раз глянь, посмотри. Лосось я купила. Вот этот сырок на кастрюльку, на лосось. Кубиками режешь. Ну, ты знаешь. Ты с мясом как варишь, только вместо мяса рыбка. Красная рыба. Один кусочек пожертвуем на суп. 2 кусочка у нас будет на суп, а 2 зажарим с лимоном, запечем в духовке. То есть это уже будет как-то так. Типа того. Вот для соуса сырки. Я как раз лосось купила. Мне хочется, чтобы уху сварить 2 раза на уху и запечь тоже. Ну, это белый медведь, это тоже для всех. Чай пить, всем нравится. Сливочное масло, конечно же, Беларусь. Я очень люблю, и все в семье любят это масло. Так, вишня без косточки, это на чаек. Мы завариваем чай в чайнике. Анжела нам разные там ассорти делает. Это вот на 223 вышло у нас. Что это, Анжела? Облепиха. Облепиха. Это у нас смородина черная. Облепиха, смородина, вишня. Дальше вот такие вот макаронные изделия. Ракушки, спирали, спагетти. Обязательно сырокопченая колбаса. Классная. Это я очень люблю, чтобы утро начиналось. Колбаска, тонко порезанная, сырок, маслица. Вот такой вот хлебушек, батончики. Очень-очень вкусно. Это очень и очень вкусно. Прям очень и очень вкусно. С маслицем. Ой, какой аромат, друзья. Какой аромат. И хлеб ручной работы. Собственная пекарня. Как пахнет, Анжела. Это что-то. Ой, лента вообще. Очень люблю ленту. Это такие вот пампушечки с чесночком. Мы как-то пекли их раньше, да, на канале. А они кукурузные, с чесноком. Вот 2 пакета. Дальше вот такие вот у нас плюшка московская. Ну, тоже пекут их тут на месте. Прям в ленте их пекут. Такие 3 штучки. Чисто чай попить. Дальше. Так. Я, наверное, с той стороны. Селедь атлантическая. Это обязательно. Мы любим с картошечкой селедочку. Селедь обязательно. Селедочка. Ой, какие красивые. Я просто не могу от цветов. Так мне нравится, какая красота. Вообще. Нужно баловать детей все равно. Хоть периодически. Не, мы-то их балуем, но вот цветочки, да, это так приятно. Так это красиво. Она очень любит цветы живые, Анжела. Очень, прям вообще обожает. Красиво, правда? От белых роз сойти с ума, так решила ты сама. Как красиво роза смотрится, да? Мне кажется, роза это богиня среди цветов. Шикарно. Ну, тортик Наполеон я показала. Это мы сейчас попьем чайку в 3 ночи, а потом резекция. Значит так. Повокрутим барабан в другую сторону. Креветочки у нас обязательно. Мы любим креветки. Мы там за товаром ездили, тоже в Хасавюрте. Купили большую пачку. Сварили там на квартире. Ой, красота. Дальше, девочки, вот таких 4 куска красной рыбы. Это у нас лосось. Лосось.
В общем, 4 прям мощных куска. Два пойдет у нас на супчики, пускай. Или один на супчик, а 3 пожарить. Вот так разделить и на противне с фольгой, с лимончиком. Ох, это бомбище. Это бомба. Это так вкусно. Как это вкусно. Какая красивая лосось. Смотрите, да? Смотрите. Так, и крылышки. И голень. Халяль. Мне так нравятся такие аккуратненькие. Ну, да, вот эти вот ножички такие аккуратненькие. И крылышки. Вот на супчик. Вот дальше Анжела у нас готовит брокколи и фасоль стручковая. Все это тоже делается. Этот соус этот сливочный. И вот это все тушится с мяском. Это очень-очень-очень-очень бомба. Так, сейчас, Анжела, давайте пьем чай с Наполеоном. И радуемся этой жизни. Альхамдулилла, отработали, мы заслужили. Поработали на славу, все работали, вся семья работала, все заслужили всего самого наилучшего, потому что работают все и на своих работах основных, и дома тоже пашут капитально все, буквально. Вот такие вот. А Софичка заснула, мы приехали, она спит. Ждала и не дождалась нас. Ну, в общем, вот такие вот дела у нас, друзья. Чай, Маля? Торт Сань, да? Вот был Баханджел. Ну, в общем, как-то так, друзья. Как-то так. Альхамдулилла, все хорошо. Не обижайтесь на меня, если где что-то, может, кто-то неправильно понял, или что я не со зла. Я от души уважаю людей. От души уважаю нормальных, порядочных людей. А которые непорядочные, флаг им в руки и трамвай навстречу. Эти люди, они никогда ничего нам не сделают, ничего нам плохого не. Если кто-то такой умный, пускай здесь село Ведено, улица Асланбек Шарипова, 42. Мы же ни от кого не скрываемся. Интерпол нас еще не ищет. Тут на месте мы. Пожалуйста, я 24 часа в сутки жду. Кто придет, я встречу, выслушаю передо мной, кто бы ни стал, любого человека выслушаю. Но я хочу предупредить, что этого не будет. Ни у кого нет душка. Того душка ни у кого нет. Нету душка. Иначе или просто вот, да, все, много раз где-то была я не права, где-то я высказывалась, где-то я не права, где-то кто-то. Мне просто ответьте на один вопрос. Есть же такая возможность? Все знают, где живу. Даже писали некоторые, что проезжали мимо нашего дома, как бедно живут, какие они, таких бедных людей, как они в Чечне, нигде нету. Мы даже по Ведено проехали. Так бедно, как киса, никто не живет. А чё ж не зашли? Чё не зашли? Зашли, побеседовали. Да в жизни, душка. Потому что с кисой разговор тут будет на месте короткий. Короткий. Даже это не обсуждается. В моем дворе все расставим на свои места. Ну, пустословить тоже, что пустословить. Никто, конечно же, никогда не придет. Потому что духа нет. Этим и отличается это все. Душка нет. Нет душка. А я бы не смогла. Если бы так сильно человека ненавидела и знала, что он мне причинил что-то плохое или оскорбил, я бы на все пошла. Если бы я знала еще, где человек живет, я бы обязательно пришла и сказала, там, ну почему ты так себя ведешь, вот ты не права. Вот так и так. Я бы сказала. Если бы днем и ночью тратила время на этого человека, так его ненавидела, обижалась на него, там что-то, я бы, тем более, если бы знала, где он живет, я бы открыто сказала, почему так? Я бы пришла с ним на разборки с этим человеком. О, клянусь, пришла бы. Ну и так все и заканчивается. Ладно, всем пока. Как красиво смотрится, девочки, как мне нравится эта посуда, как она шикарно выглядит. Правда? Здорово, бахата. Как говорят, киза блохер.
Типа хотят меня подколоть. А смеется тот, кто смеется последним. Они там базе рассказывают, а киса живет и процветает. Не успевают машины скуплять, а те там делают просмотры и давай. А люди, которые заходят, вот, а ну-ка давай посмотрим. А кися-то просмотры идут, вот зарплату на днях получила капитальную. Купили газелюшку сразу. Вот и на тебе. Смеется тот, кто смеется последний. Вот и все. На этом заканчиваются все разговоры. Нам по барабану, да, Ви? Вот так вот. Вот так вот. Анжелина, женщина с небес. Все отлично, альхамдулилла, о чем вы? Даже не стоит париться. Не парьтесь, заварите лапши себе. Не, нормально все, друзья, на самом деле. Это просто так. Минутка веселья. А Софичка заснула. Мы так ее ласкали с супругом, так хотели поскорее приехать домой, чтобы ее обнять, так соскучились за ней, она уже спит. И знаете, что сегодня? Уложила зайцев. Сейчас постараюсь показать. Друзья, ну это продолжение этого ролика. Мы начали снимать и зашли папа, брат Софишкина, и пришлось прекратить съемку. Давай, Софичка, ты все-таки еще сядь аккуратненько. Поставь ножки аккуратно, все. Ты ж людички на тебя смотрят. Опусти платьечко, поправь свое. Давай, угу. Присаживайся, пожалуйста. Вот, вот. Друзья, у нас, смотрите, вот такая вот колонка. А в ней есть флешка, и там все вот эти вот нашиды, молитвы продаются у нас. Я купила. Она ночью разноцветная и играет всю ночь наши. Поставь, Софич, на место, пожалуйста. Мам, я посмотрю, где тут музыка. Не, сейчас включать не нужно. Люди ж не будут слышать, что мы им говорим. Поставь, пожалуйста, на место. Это я принесла сюда показать. Поставь на место, я прошу тебя. А так она у нас в спальне стоит. Да, на зеркале, и по всей комнате она как и ночник, потому что мы, бывает, Софишку оставляем, она спит, а мы занимаемся посылками, она, бывает, просыпается и пугается. А это вот как светильник, и нашиды молитвы всю ночь играют, и она тогда не боится, хорошо спит, да, Софиш? Они у меня, кстати, есть и в продаже. Очень-очень хорошая вещь. Защита вообще на всю ночь от всякого зла. И весь дом оберегает без конца. У нас играют вот эту вот молитву вот эти в доме. Без конца. Присаживайся, Софиш. Мы же хотели людичкам рассказать. Надо вот это поменять. Надо вот это поставить. Куда поставить? Туда. Нужно это поменять. Ну, присаживайся, пока мы сейчас расскажем, потом поменяем. И вот, друзья, мы сегодня, у нас в той комнате, в дальней спальне, вы не поверите, у нас там... Бардак. Нет, у нас там не бардак. Мы привезли много товара и пока заложили спальню всю целиком, полностью. И поэтому мы спим на диване. Анжела спит пока у бабушки в комнате. Вот, но дело сейчас не в этом. Мы спали все на диване, на одной стороне мы, на другой стороне зайцы. Кто где. Ну, в общем, София потом ночью периодически к ним ложится. Убери это. И она просыпается утром сегодня и говорит: все, больше я здесь, на этом диване, с зайцами спать не буду. Я почему-то на этом диване была. А я говорю: а почему? Ну, мне так удивительно это было. Она говорит: эти зайцы мне сегодня всю ночь спать не давали. Раскрывались, говорит, всю ночь зайцы. А мне, говорит, приходилось... Они же это слушают. Нет, мы начали рассказывать, и папа зашел, и мы не рассказали до конца. Как ты сказала, да? Что ты устала, да, всю ночь спать? А почему? Потому что зайцы раскрывались. Зайцы раскрывались, да? А на самом деле, если любой адекватный человек поймет это, на самом деле причина была не в зайцах, а в зайчихе. Зайчиха где? Мама? Да. Нет, ты. Я не раскрылась нифига. А кто раскрывался? Это они. Ну как, они ж лежат, крепко спят, не шевелятся даже. Ну, я вот так тяну, а они сразу раскрываются. Я туда тяну, они раскрываются. Надо было большое одеяло давать. Ну так что ты не могла сказать, ну-ка лежите смирно. Почему ты не поругала? А вдруг заболеют, потом по больницам с ними. И, кстати, у нас тут врач-терапевт новый. Она сегодня все... Отец пришел на на прием. Она все померила температуру, послушала, дышите, не дышите, все. В общем... У меня вообще температуры нету.
Ну, папа же приходил к тебе на прием сегодня? Да. Ты же проверила, вот таблеточку И дал. мне тоже на прием приходила. И я приходила на прием, да. Может, ты будешь врачом детским работать, давай? Деток будешь лечить, да? Я буду собак лечить. А, ты будешь ветврач? Да. Как бабушка Таня? Да. У нас же бабушка Таня ветврач по профессии. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому Софишка сегодня чуть-чуть такая не выспалась. Зайца не давали спать всю ночь. Я вообще не могла заснуть. Почему? Когда вы мне забрали, у меня что забрали? Зайцев. Да, да. И я не могла заснуть. Так ты совсем, куда там, Софиш, если всех зайцев уложить, которые у нас есть в доме, нам вообще, получается, негде спать тогда. Да. Зачем вы их убрали и выкинули? Не, они лежат, мы их не выкидывали, ты что? Это очень хорошие зайцы, как их выкидывать? А вы? А, кстати, там другой свет включается, Анжел? Разный цвет включается? Да, включается. А как они включаются, Софиш? И, мам, я знаю, как поменять. А ну-ка. Не, поменять, то нужно кнопочки нужно нажимать, наверное. Да, я знаю. Так. А, вот. Фиолетовый. Мам, надо поменять, я тебе же сказала. Красиво, машалла, да, как красиво. Да? Все, поет? А, разноцветный даже, Анжел? Еще фиолетовым с розовым есть. Молодец. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Как красиво. А ночью, знаете, когда свет выключен, и играют молитвы, и вот это все вообще-то, ой, так это фиолетовое, да, Розовые, синие, разные цвета, видите, меняются. белые еще есть. Белый, да, Красные, зеленые, зеленый, синий, желтые. разноцветный. Вот фиолетовый такой мне нравится. Красиво, да, как? Мам, Он на весь потолок бывает, знаете, так хорошо, вообще такая атмосфера, прям душу успокаивает, ну вообще. Когда устанешь целый день, наработаешься, еще ночью заходишь в 2-3, и вот эта молитва, вот это вот такое, знаете, все успокаивает, так вообще, машалла. Слушай, теперь поставь, пожалуйста, на место. Это не игрушка, надо поменять. это не игрушка. Мам, я же тебе сказала, надо поменять. Так, вот Так, Анжелика у нас опять вот напекла трубочки. Аромат стоит на весь дом. Прекраснейший. Сейчас будем пить чай, да, Анжела? Букет. А полотенчика нет уже? Одна деревянная палка торчит там. У нас нет сухих полотен? У нас все любят. У нас папа и бабушка любят поджаристые. И я люблю, поэтому Анжела. Мам, ты видела, как так красиво, как все плавится? Мам, ты видела, как все плавится там? Ну, конечно. Девочки, у нас глубокая ночь. После вчерашнего обзора, смотрите, что. Вы сами хоша? Тоже посылка. Из-за чуя. Оформите. Это 3 вместе, они уже собранные. Вот это все завтра едет на почту. И еще на улице загрузили тоже. Смотрите, девочки, вот тут наверху это те постели и халаты детские пришли. Они идут с 4 до 10 лет. Разные цвета. Это на днях будет реклама. А это все уже уезжает. Что куда. Ну, просто у нас нету пакетов. Нам нужно утром докупить синие пакеты, чтобы каждый ящик в свой пакет поставить. Вот. Но это все уже то, что оплатили сегодня. Девочки, я давно советовала с вами, спрашивала, но сейчас нам это нужно для бизнеса. И завтра я еду оформлять ИП. Вот. Что я хотела сказать? Спросить что-то хотела вас по этому поводу и забыла. Ну, просто у нас свои, на нас написаны 2 фуры. Вот. И там нужно мне оформить
ИП обязательно для дальнейшей работы. И заодно, альхамдулилlah, Аллах свидетель, я очень рада, что я теперь буду официально оформлена, что я могу делать то сгущенку, тушенку, все это на продаж. Кстати, друзья, знаете мне, что отправляется? Мне написали для сотрудничества, написали, что пришлют аппарат коптильный, который можно коптить все. Рыбу, курей, крылышки, все. Это тоже мы хотим заняться. И вот этой торговлей тоже будем заниматься. Поэтому ИП мне просто необходимо для всего. Вот я звонила в банк, консультировалась, все договорилась. Завтра с утра я еду в банк и, иншаллах, открываю ИП. И все будет хорошо. Версачи коврик, видите, себе какой красивый купила. Теперь порог не вымазывается. А то белый был такой постельный. Чуть что марки вообще сразу. Целыми днями Анжела бедная драила эти пороги. Пускай там хоть одна капелька где-то что-то будет, она уже все со шваброй летит. Любит, чтобы все блестело. Прям, чтобы плитка входа, прям, чтобы блестела. Так вот. Ладно, пошли мы работать. Это ты тех типа, немного мы пакетов используем. Копия моя, Просто в том комплекте. И в газель погрузили тоже. Это ужас дикий танца. Ужас дикий просто. Просто ужас дикий. Девочки, время у нас сколько? Скажите точное время. Точное время? Точное. Весна. Когда я не целая ты. 6:17. Идем, Диана. Все чудесно. 6:17. Бардак Пойдем, страшный. за посылок. Бардак страшный, девочки. Это далеко не все. Далеко, 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 далеко. Уже бабушке комнату заносим. Это ужас. 6, почти 7 часов. Мы вообще ни грамм не спали. И мы газель загрузили. И вот это все посылки. Это, конечно же, хорошо, но это далеко не все. И работать нам еще и завтра, и послезавтра. Очень много заказов. Все они подписаны у нас посылки. Вот, поэтому ожидайте свои посылки. Сейчас матрас оденем, девочки. У нас гайд. Свободе, ага, и даться. На матрасник, а черт, новый, с вообще на продажу, которую я привезла. Наш открытый уже, заодно покажем. С того дома все выносим, рабочий с завтрашнего дня начинает работать. На Софичкину кровать сложили, сейчас еще Висхан сносит, все сюда будем слаживать, складывать, как правильно сказать. Пока нет, мы отсюда убираем это, все ж по очереди делаем. Чистые постели, стелим, все. Что происходит сзади, я никогда в жизни не посмею показать. Это просто ужас дикий. Буквально 3 суток вообще мы не спали ни днем, ни ночью. Вот реально вам говорю. Вообще. Те ночи остальные там 2, в 3 ложились, 4. Последние 3 дня ни днем, ни ночью мы не спим. Не считая там часов перекимарить. Этого, не без этого. Вот реально вам говорю. Сейчас мы продемонстрируем вам, как здесь смотрится на матрасник. Просто я хотела, чтобы вы увидели, какая хорошая вещь, девочки. Реально. Отдельно не продаются разных размеров. И мы с дому снова будем носить сюда товар весь. На эту кровать, между проходом, везде. Потому что освобождать нужно дом. Там в новом доме товар новый привезли. Это все мы потом вам покажем, девочки. Новое все пришло у нас. Много товара. Все покажем, иншаллах. А сейчас мы с вами продемонстрируем, как вот смотрится. Что? На матрасник. Анжела, иди-ка сюда, дорогая. Мне нравятся мои обои новые очень здесь. Такие, знаете, они меня радуют.
Фиолетовый цвет не так хорошо видно вот на камере. Có sao? Bé của đó rồi nè. Это? Давай покажи так. Ну, давай так, девочки, давайте, слушай, поставь на паузу, я сейчас скажу. Девочки, ну мы не можем показать видео, но послушайте. Слепая, да, девушка? Слепая, но Анжела, она тебе что-то заказывала? Как история была, напомним. Она у тебя что-то заказала, да? Может быть, я неправильно выразилась, но у девушки проблемы со зрением, она не видит. Может быть, я само это слово неправильно назвала. Пусть она меня сама простит. Анжела говорит, что не зрячая нужно было сказать. Ну, не знаю. Я ни в коем случае не хотела обидеть. Но она заказала Анжелу что? Духи. Духи ты ей отправила, да? Угу. А еще что? По-моему, подарок что-то отправляла, нет? Да, полотенце. Анжела еще подарок положила ей полотенце. И вот она делает обзор. Ну, включи-ка, Анжела, громко. Мы ее показывать не будем. Я решила снять распаковку. Я, конечно, не блогер, но Я не буду. думаю, что это будет интересно. Мне все хорошо дошло. Вот прям буквально пару минут назад забрала. Так, показать, что это полотенце чуть-чуть. Боже мой, прелесть какая. Ой, спасибо. А? Отойди. А что это? Полотенце. Класс. Спасибо вам Собачка какая огромное. Я хорошая. вам в восторге. И духи прям, да, это именно они. Все. Пекаря, да, Маша удала везде. А что, остановилась? Да, все уже. Девочки, вот такой вот на матрасник. Посмотрите, какой он хороший. И он идет, девочки, двухсторонний. Смотрите, вы можете с этой стороны, он в полоску. Видите, с этой стороны какой он? В полоску, да? В такой. Можете с этой стороны, можете с этой. Я вот этой мягенькой. Мы уже пользовались, мы уже спали. Толстый, смотрите. Даже некоторые используют как одеяло, представляете? Он теплый-теплый. А знаете, как у меня их не было в продаже, вы знаете, как я это увидела и как я это все захотела и купила. Мы с супругом, когда приезжаем за товаром в Хасавюрт, мы останавливаемся в гостинице, и там в одной гостинице был вот такой наматрасник, и так мягко, прям хорошо было спать, прям уютно, подходит, да, под спинку даже. Мягко вообще выравнивает сам матрас идеально. Вот наш, вот он такой наматрасник, смотрите. Вот он. Вот, смотрите, наматрасник. Это зима, лето. И размер у нас вот такой вот. Вот он. Видите, размеры какие. Ну и по-хорошему я бы взяла 200 на 200, чтобы еще по бортам. А может и не надо. Зачем по бортам? Самое нормальное, 180 на 200 на мою евро-кровать. Я имею в виду то, что размеры вы видите какие, да? Вот он. Вот как это. Смотрите. Делается отличная вещь. Я очень довольна. Я увидела сама. Мне самой понравилось, и я купила. Я вам советую. Я просто вам советую. Сейчас мы поменяем постель. Белоснежную оденем. Анжела! Анжела, сюда, немедленно. Мне, пожалуйста, девочки, вы знаете, я не сапожник без сапог. Это будет неправильно звучать. Я тот человек, который занимаюсь разной постелью. Да, абсолютно разной постелью. Но я сама пользуюсь только белой. Анжела, можете я сюда, пожалуйста? На каком-то языке попросить? Нет. Опусти, пожалуйста, всю постель белую сюда, мне вот сумочки, всю белую. Мне, пожалуйста, и во все, Висхану, тебе и всем на свете чисто белую постель. Полотенце все сразу и несем в ванную. Я не сапожник без сапог. Я имею все, я имею возможность позволить себе. Я не хвастаюсь. Ради Аллаха, не подумайте. Я могу себе позволить любую постель и закупить любую. Но мне, кроме вот этого, я ничем не пользуюсь совершенно. Совершенно я ничем не пользуюсь. Давай же, найди нам простынь первую. Простынь. Здесь просто не станет, пододеяльник еще убери. Сейчас с тобой застелим первую простынь и так далее, и так далее. Все у нас поглаженное.
Мы пользуемся только белой постелью. Ну, я пользуюсь, я Анжелу к этому приучила, да, Анжел? Ты тоже теперь любишь только белую постель. Представь, сейчас это все постелить, а потом убирать. Потому что с того дома все нужно нести и сюда на кровать ложить уже. Сейчас просто покажем. И нужно весь товар будет отсюда занести. Я, девочки, только вот это вот. Только это мое. Только это. Я другого ничего не признаю. Это у нас было поглажено, постирано. Просто оно очень давно уже лежит. Никак оно не дождется, как мы его постирим. Для меня только такой вариант. Белая постель. Я другого я себе не представляю. А вообще, Анжела, знаешь что? Давай отнесем в другую кладовку, все. Там же освободить ковры вынесли оттуда, постирали. А спальня хорошо. А видите, хотя бы вы с Софишкой ляжете спать здесь сегодня. Мы-то сегодня уезжаем, мы опять едем за товаром. Завтра рабочие приедут. Да, завтра нам нужно ехать, Анжела, довести товар, серьезно тебе говорю, отправить. И. Ну, вот это я понимаю, вот это мое. Я не хочу никакого серебра. Еще египетский хлопок, хорошая постель. Но это уже в новый дом будем брать. А так она для меня пока вот это вот самое наилучшее. На мягком матрасе вообще капитал. Да? Так, пододеяльник снимаем с того. Ну, это уже за камерой. Девочки. А также, ну, прежде чем одеть пододеяльник, мы с Анжелой меняем постели. Прежде чем одеть пододеяльник, я хотела именно прорекламировать одеяло, но то одеяло, которым я пользуюсь, от которого я в восторге. Это одеяло мне подарили там, где я закупаю товар, как постоянному клиенту, как хорошему клиенту. Оно идет как серебром. И оно, вот, видите, блестит. Лебедь нарисован и блестит. Это супруга одеяла, он любит более потоньше, а я мерзлячка. Вот. Мы будем не на то и на то одевать пододеяльники. Наша Софишка вот это одеяло, мы с Софишкой спим. Мы с ней все равно дружим вместе, хорошие друзья. Девочки, как это все было? Я зашла и говорю, вот правда, я говорю, скажите, пожалуйста, у нас паровое отопление, говорю, супруг с сыном проводили сами. Сейчас я выключу свет, посмотрю, как со вспышкой, может, лучше будет. Может, так лучше, думаю, будет видно. Вот, смотрите, такая ферма. У меня это... Ну, они бывают разные размеры, вот, смотрите. Я не знаю, какой. У меня самое большое, по-моему. Я зашла и сказала им, я страшная мерзлячка, я очень сильно мерзну. У нас, говорю, супруг с сыном проводили интернет, говорю, отопление сами, по интернете смотрели. И да, так-то все нормально, но самих вот этих секций мало поставили. Батареи не тянет, комнаты большие. Ну, как-то у нас в этой спальне бывает прям прохладно, капитально. Самое такое теплое. Они говорят, киса, вот это, под этим даже 40-градусный мороз не замерзнешь. Вот. Блестит. Видите, как блестит? Я люблю белое. Ничего не хочу, кроме белого. Обожаю белое. Вот. Под этим одеялом вообще не замерзнешь. И, девочки, капитальное одеяло. Просто. Я не знаю. Чудо из чудес. Это качество отличнейшее. И что вы думаете? Мне его подарили в подарок. Вот 2 лебедя. Это как семейное идет. 2 лебедя. Цена у этого дела 5500. Вообще настоящая его цена. Но оно теплое. Также есть размеры поменьше. Размеры есть и поменьше. Но мне понравилось капитально. Это реклама, да. Кто захотите, я буду привозить на матрасники. Я знаю, что пойдут сейчас заказы, страшно. Я буду привозить на продажу. Но я от души делаю рекламу, девчонки. От души. Вот прям поверьте мне. Это реально реклама стоишь. Анжела, сюда давай, одеваем пододеяльник и быстро. У нас очень много дел сегодня. Все, я уже закончила. Включи, девочка моя, пожалуйста, свет здесь. Оденем сейчас всем пододеяльники.
Хоздую, такое теплое, знаешь, с серебром оно идет. И блески на нем такие вообще теплое-теплое. Лебедь. Давай одеваем под одеяльник. Распрямляй. Где его начало, Анжела? Выворачивай шиворот на выворот. Наизнанку. У меня постели еще, знаете, какие? Бабушка моя с Украины, мамина мама. Еще она давала те, которые она покупала, и которыми она не пользовалась. И новые, и старыми я ее еще пользуюсь. Настолько у нее все было все время накрахмалено, настолько все было чисто, что это не передать. Давай все. Одеваем одеяло. У нас сломалась не газовая, а электрическая колонка. У нас все на нас напало. И поехали в Исхан с супругом отвозить посылки на «Газели». Вот. И сказала, чтобы купили. Потому что здесь, видимо, не нашли. Вот это поскорее надо магазин открывать мне, чтобы у меня в магазине было все. Девочки, с завтрашнего дня у нас уже будут работать рабочие. Людочки, Сэмон привезли и еще один рейс. людочки. Подожди, освободиться. Будут работать у нас рабочие. Сейчас это весь товар оттуда нужно выносить. Сколько это одеялов, пледов еще. То, что товар привозят почти каждый день, а отправляем, а новый принимаем, и вот так вот все идет. В общем, с завтрашнего дня, иншаллах, рабочие уже начнут работать.